В эфире «Утро» на Якутия-24. В студии Анастасия Кобызева и Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите в программе. Легкий старт. На Сахалине завершились первые международные зимние игры «Дети Азии». Вывести на уровень республики. Проект жительницы из Южной Якутии уже поддержали сотрудники Нерюнгринской ГРЭС и Центра для реабилитации детей. Обязан заплати. Минтруд подготовил поправки в законодательство. Изменятся ли обязанности работодателей при увольнении сотрудников? Спорт в законе. В следственных изоляторах появятся площадки для активных спортивных игр. Пилотный проект стартовал в знаменитом столичном СИЗО. В Южно-Сахалинске завершились первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Участниками масштабных соревнований стали почти 1200 спортсменов из 20 стран. В течение 8 соревновательных дней было разыграно 93 комплекта медалей. Спортивные мероприятия посетили десятки тысяч зрителей и увидели миллионы телевизионных болельщиков. Первое место в медальном зачете заняла команда Уральского федерального округа. У них 24 награды, 10 из которых золотых. На втором месте турнирной таблицы команда из Москвы. У ребят в активе 21 медаль, 9 из которых высшая проба. На третьем месте команда «Сахалин-1» с 8 золотыми медалями. Сборная команды Якутии вошла в десятку лучших. Юные якутяне принесли в копилку сборной 6 медалей, 3 серебра и 3 бронзы. За 2 года Сахалин провел колоссальную мобилизацию, провел огромную работу. Игры прошли, на мой взгляд, очень на высоком уровне. Это я слышу от команд организаторов, от команд участниц. И, во-первых, те же и Казахстан, и Корея, и Япония говорят о том, что следующие игры они привезут команду значительно сильнее. Приедут команды из российских регионов тоже сильнее. Очень важно, что сегодня 6 команд в медальном зачете, несмотря на то, что он неформальный, конкурируют прямо буквально и по общей сумме медалей, и по их достоинству этих медалей. Турнир получился очень конкурентный, поэтому страны будут обязательно участвовать. Будущее у игр хорошее. Я уверен, что через 2 года мы проведем очередные, уже вторые игры «Дети Азии» по зимним видам спорта. И они будут еще интереснее, еще конкурентнее, еще зрелищнее. Ну, я очень рад за мальчишек. На самом деле, я провел, наверное, около 2000 игр за всю свою карьеру. Всегда помню свои первые международные игры, которые, в общем, любому спортсмену дают, в общем, и самооценку, возможность ставить перед собой большие цели. Ну и опыт самое фантастическое, что остается навсегда международным. Поэтому, да, я поздравляю ребят. Хорошего качества хоккея я увидел. Но самое главное, атмосфера, которая присутствует здесь, в Южно-Сахалинске, она неповторяемая. Все-таки же люди, жители эту атмосферу делают. И, конечно, колоссальная работа волонтеров, они вот это праздник ежедневно делают своим сердцем и душой. А накануне юные спортсмены Якутии, герои первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», вернулись домой. Их встретили родители, близкие и журналисты. Несмотря на усталость и долгий перелет, они не отказывали желающим в совместных фотографиях и давали интервью журналистам. Ну, выступил хорошо, вот занял 2-е место. Организация была вообще хорошая. Все понравилось. Тренеров за то, что они предложили эту идею, а родителям за то, что отдали на хоккей. Ну, очень хорошие, очень дружелюбные люди. Там очень много людей, очень хорошо катают. Для их опыта нужно еще максимум год или 2 года тренироваться, чтобы быть на их уровне. Проект Марии Фафоновой из Нерюнгри «Марафон доноров» станет республиканским. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов и министр здравоохранения Елена Борисова предложили автору проекта вывести его на уровень республики. Напомним, презентация состоялась в августе 2018 года в рамках образовательного форума «Синергия Севера». Марафон доноров направлен на развитие коллективного донорства, когда кровь организованно сдают сотрудники какой-либо организации. Это уже сделали работники Нерюнгринской ГРЭС и сотрудники реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями СОВАК, а также другие организации. Русский драматический театр из Якутска впервые за 26 лет приехал с гастролями в Читу в рамках Всероссийского театрального марафона.
Передача эстафеты от Якутии Забайкалью состоялась накануне на сцене драматического театра. Артисты из Якутска будут выступать в Чите до 21 февраля. Они покажут забайкальским зрителям комедию «Голодранцы и аристократы», спектакли «Два берега одной победы» и «Капитанская дочка», а также музыкальную сказку «Бременские музыканты». Напомним, всероссийский театральный марафон открылся во Владивостоке 18 января и завершится в самой западной точке страны – Калининграде. И о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сейчас минус 14, Штиль днем до минус 9. Весь день будет идти снег. К концу дня столбик термометра покажет минус 12 градусов. Приближение весны уже чувствуют линчане. Сейчас в городе минус 7 градусов. Днем синоптики прогнозируют легкое похолодание на 1-2 градуса без осадков. Сегодня в городе порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. В алмазной столице сейчас минус 12, ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. Днем пасмурно, минус 12-13 градусов и без осадков. К концу дня столбик термометра покажет минус 16. В Нерингре с утра минус 16, ветер дует с юга со скоростью 4 метра в секунду. Днем еще теплее, до минус 7. Сегодня жители южной столицы ожидают порывы ветра до 12 метров в секунду. Ну и о погоде в столице региона, городе Якутске. Минус 34 со знаком минус на улице прямо сейчас. Днем выглянет солнце, температура воздуха поднимется до минус 29 градусов. Без осадков вечером минус 32. Переходим к новостям экономики. Частота атак хакеров на банки может заметно вырасти. Такой прогноз сделали специалисты одной из страховых компаний. В свою очередь, Банк России подготовил рекомендации для кредитных организаций, работающих с биометрическими данными граждан. Они должны свести к минимуму риск утечки или кражи ценной информации. Эксперты, между тем, не исключают, что из-за сбора биометрических данных банки будут чаще становиться объектами кибератак. Однако российские банки пока не торопятся страховать киберриски и свою ответственность за утечку данных. Некоторое время назад в стране обсуждалось введение обязательного страхования на случай таких инцидентов. О других новостях экономики в нашей ежедневной рубрике. В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Необходимость борьбы с бедностью путем повышения заработных плат в стране, пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя предложение премьер-министра Дмитрия Медведева создать социальный портрет бедности. Эксперт заявил, что основной является так называемая бедность работающих. По его словам, многие россияне балансируют на грани бедности потому, что получают зарплату на уровне прожиточного минимума, а и то меньше. Пока мы не будем развивать экономику, пока не будем создавать достойные рабочие места, увеличивать заработную плату, борьба с бедностью будет проиграна нами. Согласитесь, что самый эффективный способ – это повышение заработной платы, чтобы люди сами себя обеспечивали, отметил Александр Сафонов. Ранее сообщалось о результатах исследований, согласно которым подавляющее большинство бедных в России – это работающие люди, обеспечивающие малолетних детей. Зачастую даже трудоустроенные люди находятся на грани нищеты, потому что получают заработную плату в 5-7 тысяч рублей. Власти регионов будут обязаны заниматься повышением финансовой грамотности населения. Уже в следующем году рейтинг финансовой грамотности, разработанный Министерством финансов, может получить статус ключевого показателя эффективности работы органов управления на местах. Об этом заявил директор Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России Андрей Бокарев в кулуарах инвестфорума Сочи-2019. Уровень финансовой грамотности населения станет своего рода оценкой работы региональных властей. Роль такой оценки будет выполнять рейтинг финграмотности регионов, который был разработан Минфином. Такая новация может появиться в стране уже в 2020 году. Минтруд России предложил в случае ликвидации организации выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка. Кроме того, законопроектом предлагается выплачивать работникам ликвидируемых организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выходное пособие в размере трехкратного среднего заработка. На данный момент Трудовым кодексом России предусмотрено, что в случае ликвидации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения. В
поисках путей укрепления конкурентоспособности на рынке грузовых перевозок компания «Железные дороги Якутии» рассматривает множество различных вариантов, один из которых – сотрудничество с латвийскими железными дорогами. В ходе недавнего визита в Латвию генеральный директор акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин отметил, что видит возможность совместного сотрудничества в организации грузовых перевозок из стран Азии в Европу. Такое взаимодействие сформирует более выгодные предложения для потребителя услуг, что особенно важно в условиях высокой конкуренции между разными секторами транспорта. Василий Шимохин подчеркнул, что у обоих предприятий уже сейчас есть много общих вопросов, которым надо находить оптимальные решения. И в первую очередь вопрос обеспечения клиентов быстрой и качественной услугой в сфере перевозки грузов. Также «Железные дороги Якутии» интересует опыт коллег из Латвии в организации логистики, сотрудничестве с портами, проведении структурных реформ и модернизация подвижного состава. Генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов совершил официальный визит на израильскую алмазную биржу. Йорам Дваш, это президент израильской алмазной биржи, на этой встрече отметил, что израильская промышленность сосредоточена на обработке крупных высококачественных алмазов. В стране работают опытные мастера, специализирующиеся на огранке крупных камней. У нас нет шахт или крупного розничного рынка в Израиле, но у нас есть история, знания и капитал. То, чего у нас нет, это достаточного количества алмазного сырья, сказал Йорам Дваш. Со своей стороны, говоря о важности израильской алмазной биржи для Алроса, Сергей Иванов заявил, что более 100 израильских компаний принимают участие в каждом из многочисленных тендеров крупных алмазов, которые Алроса проводит в Израиле каждый год. Что касается расширения поставок сырья, Иванов сказал, Израиль является основным партнером в нашем алмазном бизнесе. Мы готовы обсуждать новые возможности. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. В продолжении экономических тем стоимость моторного топлива в России с началом весенних полевых работ, как и в предыдущие годы, плавно пойдет вверх, и правительство не ждет, что она снизится. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Казак. А между тем, сейчас россиян волнует еще один вопрос. Каким будет рубль в преддверии 8 марта? Эксперты полагают, что если нефть на рынке закрепится на нынешних повышенных уровнях $65 за баррель, то рубль неименуемо возвратится к тренду на размеренное неспешное укрепление. А у нас есть последние данные. Курс доллара, установленный Центробанком, равен 66 рублям и 70 копейкам. Курс евро – 75 рублям и 24 копейкам. Американскую валюту, по данным сайта banki.ru, выгоднее всего в Якутске продает Восточный банк за 66 рублей 85 копеек. Купить дороже всего доллар готов Солидбанк за 66 рублей 52 копейки. Европейскую валюту сегодня в Якутске дешевле всего продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 75 рублей 30 копеек. Хорошую цену покупки за евро готов предложить Солидбанк. Это 75 рублей 5 копеек, сообщает сайт banki.ru. И к новостям спорта. Звезды мира обыграли звезд из России в матче звезд баскетбольной единой лиги. В конкурсе трехочковых бросков победителем стал Виталий Фридзон. В соревновании по броскам сверху первенствовал еще один россиянин Вячеслав Зайцев. Что касается самого матча, даже досадное отсутствие нескольких звезд из-за травм не испортило общей картины. И не случайно все решилось на последних секундах, когда Перри реализовал трехочковый и принес звездам мира первую победу в истории гала-матчей. Итоговый счет 118-115. Самым ценным игроком при этом стал испанец Серхио Родригес из ЦСКА. На его счету 20 очков и 5 результативных передач. С другими событиями и результатами в мире спорта ознакомят наши коллеги. В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Заявка Российского футбольного союза на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2020-2021 в Санкт-Петербурге должна победить. Такое мнение ТАСС высказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион.
Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два. Это Альянс-арена в Мюнхене и стадион Санкт-Петербург. Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее. На Кубке Конфедерации, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная. Мы можем принять до 70-75 тысяч зрителей, отметил Фурсенко. Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Российский футбольный союз 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга. Место проведения будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет 29 мая в Баку. В Южно-Сахалинске завершились первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Участниками масштабных соревнований стали 1196 спортсменов из 20 стран. В течение 8 соревновательных дней было разыграно 93 комплекта медалей. Спортивные мероприятия посетили десятки тысяч зрителей и увидели миллионы телевизионных болельщиков. А первое место в медальном зачете заняла команда Уральского федерального округа. Юные спортсмены завоевали 24 медали, из них 10 золотых. На втором месте турнирной таблицы команда из Москвы. У ребят в активе 21 медаль, 9 из которых высшей пробы. А на третьем месте команда Сахалин-1, завоевавшая 26 медалей, из них 8 золотых. Сборная команда Якутии вошла в десятку лучших. Юные якутяне принесли в копилку сборной 6 медалей, 3 серебра и 3 бронзы. За 2 года Сахалин провел колоссальную мобилизацию, провел огромную работу. Игры прошли, на мой взгляд, очень на высоком уровне. Это я слышу от команд организаторов, от команд участниц. И, во-первых, те же и Казахстан, и Корея, и Япония говорят о том, что в следующие игры они привезут команду значительно сильнее. Приедут команды из российских регионов тоже сильнее. Очень важно, что сегодня 6 команд в медальном зачете, несмотря на то, что он неформальный, конкурируют прямо буквально и по общей сумме медалей, и по их достоинству этих медалей. Турнир получился очень конкурентный, поэтому страны будут обязательно участвовать. Будущее у игр хорошее. Я уверен, что через 2 года мы проведем очередные, уже вторые игры «Дети Азии» по зимним видам спорта. И они будут еще интереснее, еще конкурентнее. Юные спортсмены Якутии, герои первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», вернулись домой. Прибыли все спортсмены, кроме лыжников и биатлонистов. Они продолжат соревноваться в дальневосточных чемпионатах. Юных спортсменов встречали родители, близкие и журналисты. Несмотря на усталость и долгий перелет, они не отказывали желающим в совместных фотографиях и давали интервью журналистам. Выступил хорошо, вот занял 2 место. Организация была вообще хорошая, все понравилось. Тренеров за то, что они предложили эту идею, а родителям за то, что отдали на хоккей. Очень хорошие, очень дружелюбные люди. Там очень много людей, очень хорошо катают. Для их опыта нужно еще максимум год или 2 года тренироваться, чтобы быть на их уровне. Это были новости спорта. Всего доброго! Сейчас время других новостей. Самая масштабная встреча смурфиков и новые достижения в книге рекордов Гиннесса. Игра с языковыми конструкциями. В Воронеже прошла необычная выставка современного искусства. Обо всем этом смотрите прямо сейчас. В книге рекордов Гиннесса новое достижение. В городе Лаухринген на юге Германии состоялась самая масштабная встреча смурфиков. В субботу там собрались 2762 человека, одетые в костюмы персонажей известного бельгийского мультсериала. Разукрашенные лица, белые колпаки и бело-голубые костюмы. Здесь можно было встретить и папу Смурфа, самого главного среди сказочных персонажей, и блондинку Смурфету, в которую влюблены все смурфики, и других героев мультфильма. Они пели песни, танцевали и с удовольствием отвечали на вопросы журналистов, говорит один из участников мероприятия. Наша вечеринка побила мировой рекорд. Это сумасшествие. Мы уже собирались на встречу смурфиков в 2006 году, но тогда не установили рекорд. А теперь в 2019 году. Просто посмотрите, это невероятно. Мы это сделали.
Нарядиться в костюмы персонажей и покрасить кожу в голубой цвет было требованием для всех, кто хотел установить рекорд. Теперь его должны утвердить представители книги рекордов Гиннесса, что предположительно произойдет в ближайшие недели. На предыдущей самой многочисленной встрече смурфиков собрались 2510 участников. Она состоялась в Уэльсе в 2009 году. Чем хороши выставки современного искусства? Тем, что они заставляют наш мозг работать по-другому, они заставляют нас размышлять. И к тому же невозможно предсказать, что ты увидишь на такой выставке. Здесь, например, можно прокатить на роликах свое «я». Лети, эго. В центре внимания буквы. Конкретная, она же бетонная поэзия превращает литеры в визуальные образы. Для Майка Макшейна и Кати Лузгиной эта тема особенная. Сейчас они женаты и живут в Лондоне. Для Майка родной язык английский, для Кати русский. Общаются художники, смешивая две лингвистические культуры воедино. Нас заинтересовал именно язык, которым мы общаемся, и как есть возможность именно в искусстве посмотреть на него немножко с разных сторон. Для меня это центральная работа в экспозиции. Самое важное – это манифест символизирует то, как мы работаем вместе, наша игра с языковыми конструкциями на русском и английском, наше мышление. Это как будто бы метафора нас, как пары. Катя училась в Лондонском университете искусств. Без всякого оттенка феминизма она месит бетон. Это основной материал, с которым работает художница. Майк хорошо себя чувствует в разных жанрах. Еще он преподает и организовывает выставки. Мне кажется, что вот есть элемент безрассудства, который отсутствие серьезного отношения к себе. Вот эти вот, допустим, два качества, очень важно, чтобы они дополняли художника. Майк рассказывает, в Лондоне государство серьезно поддерживает современных художников. Эта сфера искусства очень активно развивается, но есть и обратная сторона. В Лондоне большая конкуренция. Ты можешь постоянно много и упорно работать, но при этом не получать отдачи. Многое зависит от того, кого ты знаешь, какие у тебя связи. А в центре современного искусства тоже конкретная поэзия, но уже совсем другая. Черно-белый вихрь слов и небрежных линий. Художник Александр Веревкин приехал в Воронеж с выставкой «Плато». Так, кстати, называется его небольшое издательство. На стенах ВЦСИ страницы из выпущенных им книг. Много цитат писателя Роберта Вальзера, материал, который очень впечатлил художника, материал, который отражает его сегодняшнее мировоззрение. Мир на самом деле очень простая штука, но жизнь гораздо сложнее. Вот. И, собственно говоря, искусство, творчество, да, вот эта деятельность, она помогает сложную жизнь приближать к простоте мира. Александр Веревкин работает в разных форматах, но эта его выставка сознательно сделана в примитивном ключе. Художник считает, что такой абсолютно несерьезный стиль как раз то, что нужно сейчас, когда весь контент выхолощен, когда люди невротизированы глянцем. Поэтому не стоит сразу же вскрикивать «да, я тоже так могу». В современном искусстве главенствует идея, а уже потом воплощение. Перестроиться бывает сложно, ведь многие люди в России привыкли воспринимать искусство исключительно на стенах музеев. И при виде чего-то необычного, странного, простого чувствуют себя обманутыми. Привыкли, что искусство это должно быть шедевром, а его автор – гением. Вот. И, собственно, такое позиционирование, да, всем привычно, в то время как современное искусство, наоборот, отходит от этого аксиомы и утверждает, что его автор, художник, это обычный человек, смертный, да, никакой не гений, не посланник небес, а один из нас. Современное искусство не занимается вопросами прекрасного. Оно занимается размышлением. А думать не всем приятно и не всегда просто. В России с contemporary art, говорят художники, ситуация двоякая. С одной стороны, эта сфера плохо развита. С другой, это непаханное поле. В отличие от Европы, где серьезная конкуренция, в России легче начинать.
В эфире Якутия-24. Главные события этого утра. Работники, лишившиеся места из-за ликвидации предприятия, будут гарантированно получать выплаты во время поиска новой работы. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовил Минтруд. По действующим правилам работник, лишившийся места из-за ликвидации организации, может рассчитывать на выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. Срок выплат при этом ограничен 2 месяцами со дня увольнения. Но, как показывает практика, некоторые организации этого вовсе не делают. Именно по этой причине Министерство труда разработало поправки. Автомобилистам готовят новые штрафы за превышение скорости. Министерство транспорта России предложило штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости свыше 10 км в час. В то же время за скоростные превышения более чем на 20 км в час предлагается ужесточить ныне существующие санкции. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения еще в декабре прошлого года дала поручению МВД и другим ведомствам проработать этот вопрос. Согласно статистике, каждое 20-е ДТП происходит из-за неверного выбранного скоростного режима. Стоит добавить, что сейчас штрафы начинают взиматься, если автомобилист превышает разрешенную скорость более чем на 20 км в час. Тысячи туристов съехались в Италию на ежегодный венецианский карнавал, который начался накануне с плавучего парада, рассказывает Ксения Орлова. Акробаты, танцоры и плавучий парад. В Италии в воскресенье стартовал ежегодный венецианский карнавал. По каналу Рио-де-Канареджо прошли многочисленные лодки, которые украшали праздничные инсталляции. На выступления артистов, одетых в карнавальные костюмы и исполнявших трюки на плавучих конструкциях, съехались туристы со всего мира. По небу над водой плыл лунный шар, который нес за собой корабль. В этом году организаторы решили посвятить парад первой высадке человека на Луне. История венецианского карнавала, который традиционно привлекает в город тысячи туристов, насчитывает несколько столетий. Впервые празднество прошло в XI веке перед Великим постом, который предшествовал Пасхе. Карнавал продлится до 5 марта. Далее о наиболее заметных и значимых событиях Алданского района расскажет Татьяна Вахнина. Здравствуйте. Перемены к лучшему ожидаются в медицине Алданского района. Это было отмечено в ходе отчетов правительства. На базе Центральной районной больницы будет образован травматологический центр. Имплантация искусственных суставов, лечение остеопороза, вмешательство под контролем рентгена. Центр откроет новые диагностические и функциональные возможности в хирургии и травматологии. Вообще в республике будет введено более 65 объектов социальных, в том числе и здравоохранения. И, в общем-то, в Алданском районе тоже эта работа будет и продолжена, и, я думаю, что эффективно настроена. Победители районного этапа профессиональной олимпиады WorldSkills отправились на республиканские соревнования. В рамках чемпионата в Алданском политехникуме пройдет встреча студентов и преподавателей с молодыми специалистами, сотрудниками предприятий и потенциальными работодателями. Вниманию гостей будет предложена презентация последних достижений учащихся и выставка техники. К новостям культуры. 22 февраля в Якутии отмечается День родного языка, который традиционно превращается в декаду. В Алдане состоится фольклорный турнир. Артистизмом и знаниями устного народного творчества померятся все школы района. Традиционно турнир включает конкурсы сказаний и поэзии. В сказках и былинах, приговорках и баснях, причетках и песнях раскрывается широчайший спектр мотивов и образов, воплощающий мудрость и духовное богатство народа. Я люблю русский вообще фольклор, мне нравится вот эта манера его. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. Прямо сейчас расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане прямо сейчас минус 14, Штиле днем минус 9. К концу дня столбик термометра покажет минус 12 градусов. Весь день будет идти снег. Приближение весны уже чувствуют линчане. Сейчас в городе минус 7 градусов. Днем температура воздуха зафиксируется на отметке минус 8 градусов без осадков. Сегодня в городе порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
В алмазной столице сейчас минус 12. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. Днем пасмурно, минус 12-13 градусов без осадков. К концу дня столбик термометра покажет минус 16 градусов. В Ниренгре сейчас минус 16 градусов. Ветер дует с юга со скоростью 4 метра в секунду. Днем еще теплее, минус 7. Сегодня жители южной столицы ожидают порывы ветра до 12 метров в секунду. Ну и о погоде в столице региона, городе Якутске. 34 градуса со знаком минус на улице прямо сейчас. Днем выглянет солнце, температура воздуха поднимется до минус 20 градусов без осадков. Вечером минус 32. В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. Операция прошла без инцидентов, а все введенные в связи с ней ограничения отменены. Напомним, снаряд был обнаружен 4 февраля и размещен саперами на стройплощадке в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования. В районе в течение нескольких часов было прервано железнодорожное и автомобильное движение. А из квартала власти эвакуировали более 1500 человек. О других происшествиях готовы рассказать наши коллеги. Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 8 лет колонии строгого режима получил житель Ниренгринского района, который убил свою сожительницу из-за ревности в поселке Иенгра. Убийство произошло в сентябре прошлого года, когда он распивал спиртные напитки в своей квартире. Конфликт начался, когда он обвинил женщину в измене. В ходе конфликта мужчина на почве ревности и внезапно возникшей личной неприязни нанес потерпевшей 2 удара в голову кулаками, отчего она упала на пол. После этого ревнивец несколько раз ударил лежащую женщину ногами по различным частям тела, затем сходил в соседнюю комнату за хранящимся там ружьем. Вернувшись, он произвел один прицельный выстрел в голову женщины. От полученного огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия, а стрелка задержал вбежавший в жилище сосед погибшей женщины, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина постоянно ревновал потерпевшую, неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в органы внутренних дел. В ходе предварительного расследования собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного приговора. Сотрудники ГИБДД Якутии предупредили водителей об осложненной дорожной обстановке в связи с гололедом. Обильный снегопад, резкое повышение температуры и гололед неблагоприятно отражаются на дорожной обстановке. В разы увеличивается риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Как водителям, так и пешеходам. Основными причинами автоаварий в первую очередь является неправильно выбранная скорость водителями транспортных средств во время изменения погодных условий. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам не пренебрегать безопасным скоростным режимом, соблюдать интервал между автомобилями и не совершать рискованных маневров в условиях гололеда. Рекомендуем воздержаться от дальних поездок. Пешеходам быть предельно внимательными и переходить дорогу строго в соответствии с ПДД, убедившись, что все транспортные средства остановились. К российским новостям. В 5-этажном здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики обрушились перекрытия с 5 по 2 этажи на площади 150 квадратных метров. Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Пострадавших и погибших в результате обрушения перекрытий нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ректор университета сообщил, что людей под завалами в университете также нет. На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек. Это студенты 1 и 2 курсов, 60 из них с 5 этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. И к международной повестке. В американском штате Мичиган с защитниками природы спасли белоголового орлана, который вмерз в лед. После более чем недельной реабилитации птицу выпустили на свободу. Рассказывает Артем Шарунов. Белоголового орлана, который замерзал на берегу озера Мичиган, нашли случайные прохожие. Спасать опасную птицу сами они не решились, а обратились к волонтерам из благотворительного приюта для хищников. Добровольцам с трудом удалось освободить орла из плена. К животу птицы примерзла ледяная глыба диаметром в 20 сантиметров. После доставки в приют ее пришлось растапливать при помощи горячей воды. У волонтеров есть предположение, как такой большой кусок льда мог оказаться на перьях.
Вероятно, орлан ловил рыбу в озере и вымок, после чего попал в поток очень холодного ветра. Вода моментально замерзла, птица под ее весом упала на землю и уже не смогла взлететь. Хищник после вызволения провел в приюте еще 9 дней, пока добровольцы занимались его реабилитацией. Затем его выпустили на волю и по такому случаю организовали торжественную церемонию. История спасения орлана стала известна большому числу местных жителей, поэтому сотни людей приехали посмотреть на его возвращение в дикую природу. На этом пока все. Продуктивной рабочей недели и берегите себя. В следственных изоляторах по всей стране должны появиться площадки для активных спортивных игр – футбола или волейбола. Пилотный проект стартовал в знаменитом столичном СИЗО «Бутырка». В первом в истории матче с участием арестованных принял участие известный российский футболист. В ближайшее время спортивные площадки появятся в каждом СИЗО столицы, а в перспективе планируется распространить начинание по всей стране. Арестанты смогут играть в подвижные игры только с соседями по камере. Если она большая, разобьются на 2 команды для футбола или волейбола. В Якутии стартует второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что, например, в Алданском районе до 2025 года новоселье отметят порядка 8 тысяч семей. На муниципальном уровне документы готовы. В ближайшее время они будут рассмотрены и утверждены Министерством строительства республики. По количеству ветхого и аварийного жилья в России лидирует Якутия, а в самой республике лидером является Алданский район. 19 по 24 предусмотрено 11% всех средств России на нашу республику. Поэтому программа масштабная, и одним из самых крупных районов, которые в эту программу входят, это Алданский район. То есть здесь, по сути, город Алдан придется на больше, чем наполовину, в общем-то, перестраивать заново. Герои ее сказок не только люди, а также животные, шаманы, говорящие деревья и таинственная лесная хозяйка. Все они пришли из традиционной якутской культуры. В Национальной библиотеке Якутска прошла встреча с кандидатом медицинских наук и писателем детских сказок Лидией Тарасовой. На встрече гости обсудили новую сказку «Лесные сны», которая в скором времени выйдет в печатном варианте. Сейчас подготовлена к печати книга, которая называется «Лесные сны». Она содержит 12 сказок о различных персонажах. Эта книга будет очень красочная, поскольку каждая сказка сопровождается иллюстрацией от художницы Юлии Неустроевой. Эта книга будет интересна, в принципе, как мужчинам, так и женщинам. Мои сказки, они несут некий добрый посыл. Вся прибыль, которая мне полагается, то есть свои гонорары, я планирую отдавать в благотворительные добрые цели. Оставайтесь в курсе событий с Якутией 24. Эфир продолжит актуальное интервью. Не переключайтесь. Здравствуйте! В эфире актуальное интервью. В Мирнинском районе прошел отчет правительства Республики Саха-Якутия. По его итогам уже составлен протокол. И сегодня мы узнаем, куда вошли самые актуальные для населения вопросы и какие из них оказались самыми главными, нам расскажет глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов. Ришат Нургалиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, больше всего вопросы касались инфраструктурного развития Мирнинского района. Стратегические вопросы – это дороги,
Это федеральная дорога Вилюй, это республиканская дорога Анабар, это аэропортовые комплексы в городе Мирном и поселке Полярном, это перевод в металл, завершение перевода в металл линии ЛЭП от Айхала до Удачного на завершающий этап. Ну и также были вопросы, конечно, по строительству мостов. Вот, наверное, из тех вопросов, которые были на совещании, на встрече с населением были озвучены положительные решения. Это строительство 2 мостов, которые в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Это мост через реку Аргахтах и ручей Чуаналыр. А другой очень крупный вопрос – это, конечно, строительство круглогодичной дороги Вилюй. По этому вопросу было озвучено, что глава республики Асен Сергеевич Николаев встречался с руководством Росавтодора, и все-таки рассматривается вариант завершения строительства круглогодичной дороги Вилюй от Якутска через Мирный, через Ленск и Витим до Иркутской области. Строительство дороги Вилюй очень актуально для всей Западной Якутии. Этот вопрос постоянно озвучен, так как до сих пор мы в Мирнинском районе живем, как и в 50-е, 60-е, 70-е годы. Сюда в период отсутствия навигации зимника можно долететь только самолетом. Были, конечно, вопросы и локального характера. Это озвучивался вопрос о газификации Удачного. Вы знаете, что акционерная компания «Алроса» приняла решение инвестировать именно в этот проект довольно значительные суммы. И, скорее всего, я надеюсь, что в ближайшие годы, к 2023 году, удачный жилой сектор и промышленные объекты Удачнинского горно-обогатительного комбината компании «Алроса» будут газифицированы, и газопровод от Тасуряха будет достроен до города Удачного, то есть пройдет через весь Мирнинский район. Традиционные вопросы поднимались по работе Почты России, но в последние годы, я бы хотел сказать, за последний год мы с Почтой России приглашали сюда руководство из Якутска, сделан ремонт почтовых отделений в Айхале и Удачном, и более-менее замечания частично сняты. Были вопросы по работе Сбербанка, отделения Сбербанка в связи с оптимизацией самой организации Сбербанка. Но принято решение, что все-таки в ближайшие пару месяцев будет установлен банкомат Сбербанка в центре «Мои документы» в городе Мирном. Поднимались вопросы, конечно, по пожарной охране, это по строительству здания Пождепо в Орлахе. По этому вопросу могу сказать, что у нас принято решение о софинансировании из местного районного бюджета и республиканского бюджета. Мы уже буквально в ближайшие дни проведем аукцион по началу строительства, половина суммы, а в следующем году будет завершено уже за счет республиканского бюджета. По этой же схеме мы хотим отработать строительство зданий Пождепо в Алмазном. Вопросы поднимались и рассматривались отдельно в функционировании пожарной охраны в Айхале и Удачном. Ну и из тех вопросов, которые был озвучен, что будет принято положительное решение, это приобретение для Мирнинской центральной районной больницы аппарата МРТ. Ришат Нургалиевич, хотелось бы узнать о реконструкции аэропорта. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в городе Мирном уже идет более 10 лет, оно приостановлено. В настоящее время принято решение, что компания «Алроса» за счет собственных средств построит аэровокзальный комплекс, а за счет федеральных средств будет завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы. Это будет новый аэровокзальный комплекс в другом микрорайоне, новая взлетно-посадочная полоса. Ну и здесь на встрече с населением города Мирного Алексей Засимович Колодезников, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, озвучил, что по линии компании решения все приняты положительно, по финансированию с федерального бюджета необходимо еще работать. Мне хотелось бы еще обратить внимание здесь, что у нас и второй крупный аэропорт, почти международного значения, это аэропорт Полярный в городе Удачном. Необходимо делать реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Она построена еще сама аэровокзальный комплекс сдан в 1985 году. Есть проблемы со взлеткой. Незначительные средства выделялись в прошлом году по линии софинансирования с компанией «Алроса» и аэропортов Севера. В этом году заложены средства на проектирование реконструкции. И наша ближайшая задача вместе с правительством выбить деньги, добиться финансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Полярном, а в дальнейшем и строительство нового или реконструкция существующего аэровокзального комплекса, с учетом того, что у города Удачного, Удачнинского ГОКа очень большие перспективы на далекую перспективу, и необходимо, конечно, строить и реконструировать тот аэропорт, который был построен еще в 1985 году.
И вот еще недавно стало известно, что в связи с реконструкцией аэропортового комплекса в Якутске в 2020 году Мирный, Нерингри и Полярный будут принимать, возможно, здесь рейсы. Вот на данный момент как они готовы к этому? В принципе, и Мирнинское авиапредприятие, и авиакомпания «Алроса» высказали здесь, что они готовы оказать содействие авиакомпании «Якутия» и жителям города Якутска, да и всей республики, для того, чтобы они смогли выехать в отпуск следующим летом. Ну а самая главная наша проблема, и которую я озвучил, чтобы это было не в ущерб жителям Мирнинского района, всей Западной Якутии. Каждый год число первоклассников увеличивается. И какие решения есть по строительству школы в Мирном? Какая школа нужна для Мирного? Мы по количеству школьников вторые в Якутии после города Якутска. А количество школьников приближается к цифре 11 тысяч. Я в докладе говорил, что у нас каждый 7-й житель Мирнинского района – это школьник. А в этом году у нас уже завершается запись в первые классы, и мы уже видим, что количество первоклассников в Мирнинском районе будет больше, чем в прошлом году. Причем существенно, где-то около 200 первоклассников придет больше, чем в прошлом году. И поэтому у нас самая главная проблема, конечно, со второй сменой. Вы знаете, что в городе Удачном, поселке Айхал, в городе Мирном у нас все-таки мы не ушли от второй смены. Поэтому для города Мирного очень нужна новая школа. Предварительно согласован проект в 25-м квартале. В этом году будет полностью градостроительно оформлен земельный участок. И мы ставим перед правительством республики вопрос в дорожную карту он включен, по ликвидации второй смены, об ускорении строительства новой школы в 25-м квартале города Мирного на 990 мест, которая позволит нам более или менее решить самую главную проблему – это второй смены. Кроме того, нам необходимо будет после завершения строительства Дворца детства в городе Мирном переместить в новое помещение школу-интернат 8-го типа, которая сейчас временно уже почти 15 лет размещается в здании школы номер 8. Тогда школа номер 8 может перейти спокойно на односменное обучение. И мы за счет средств инвестиционной программы сейчас предусмотрели и в ближайшее время начнем строительство большого спортзала в школе номер 2 политехническому лицею и пристроек в школе номер 1, который более-менее тоже позволит нам как-то решить вопросы с ликвидацией второй смены в школах города Мирного. Также было много вопросов о здравоохранении. Какие изменения, может быть, или программы тоже есть? Есть предложение, вы знаете, у нас очень модное слово сейчас оптимизация. Все пытаются что-то оптимизировать. Был озвучен один из вариантов о том, что необходимо объединить Мирнинскую центральную районную больницу с Удачинской и Айхальской больницей. Конечно, и население, и администрация района, и я, как глава района, выступаем против этого объединения, потому что считаем, что оптимизация не всегда приводит к улучшению медицинского обслуживания, тем более вопросы в части здравоохранения не все еще закрыты и решены на территории Мирнинского района. Поэтому было принято решение, что в марте пройдет по этому вопросу отдельное совещание. И я думаю, что будет принято либо решение оставить все как есть, либо все-таки объединить Удачинскую и Айхальскую больницу, на чем в последнее время настаивает представитель Министерства здравоохранения. Глава Сюльдюкара поднимала вопрос о оптической волоконной связи. Да? Вообще будет ли проводиться связь в Сюльдюкар и Тасурях? По Сюльдюкару проблемы почти решены, найденный вариант. Я думаю, в ближайшее время будет подписано соглашение о прокладке оптики от Светлого силами Ростелекома до села Сюльдюкар. Есть пока вопросы по финансированию строительства оптики от Алмазного через Зарю до Тасуряха. Но я надеюсь, что мы тоже в ближайшее время найдем варианты, и если не в этом году, то в следующем году оптику получат и жители Сюльдюкара, и жители села Тасурях, и таким образом будет закончена, так скажем, цифровизация Мирнинского района, то есть оптика придет во все населенные пункты, и жители всего Мирнинского района смогут воспользоваться скоростной современной связью. Как вы относитесь к ситуации с совхозом «Новый»? Как намерены помочь работникам в случае сокращения? Или, может, какая-то программа уже тоже предусмотрена? В настоящее время главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым по просьбе акционерной компании «Алроса» и в том числе администрации Мирнинского района дано поручение, сформирована специальная правительственная группа, куда вошли представители компании «Алроса», администрации района, главы села Арылах, села Тасурях, села Сюльдюкар.
на котором должны быть рассмотрены варианты дальнейшего развития и реорганизации совхоза новой акционерной компании «Алроса». Компания «Алроса» ставит довольно серьезно в последние годы вопрос о том, что совхоз должен как-то найти новую свою нишу, и из высокозатратного все-таки производства превратиться в рентабельное товарное производство. Но в то же время мы должны понимать, что совхоз «Новый» объединяет работников, которые живут в 3 якутских селах на территории Мирнинского района. Это село Тасурях, село Арылах и село Сюльдюкар. Поэтому это вопрос очень серьезный для именно сельского населения Мирнинского района. Совхоз «Новый» – это крупное сельхозпредприятие нашей республики. И мы, естественно, настаиваем на том, чтобы оно продолжало свое существование и давало товарную продукцию. И такие возможности есть. Я думаю, варианты будут найдены. К сожалению, в конце прошлого года компания «Алроса» в рамках оптимизации численности ликвидировала отделение номер 3 совхоза «Новый» в селе Тасурях, где попали под сокращение 31 человек. В настоящее время было тоже совещание у нас в рамках отчета правительства Республики Саха-Якутия в Мирнинском районе. Принято решение, что компания оформит договоры дарения и подарит телят там в определенном количестве голов каждому бывшему уже работнику совхоза «Новый», которые в качестве пая смогут создать сельхозпотребительский кооператив, который, мы надеемся, будет существовать в селе Тасурях, а затем, когда он уже будет сформирован, компания «Алроса» планирует передать и табунных лошадей, которые в настоящее время разводились на отделении номер 3 села Тасурях. Нам предстоит в этом году крупная, серьезная, скрупулезная работа вместе с правительством республики, с компанией «Алроса», ну и, конечно, самим руководством совхоза «Новый», для того, чтобы найти те варианты и определить будущие перспективы совхоза «Новый» как основного сельхозпредприятия нашего района, да и всей республики. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши актуальные вопросы.